Салам, это Махаббат Квиз для Эль Казахстан, и меня зовут Акжан. Всем привет, меня зовут Юлия. Сегодня мы будем отвечать на вопросы, которые для нас предоставили. Это будет история нашей любви. Ура! Начинаем. Мы только что получили вопросы. Да, так что получили вопросы, будем на них отвечать. Кто начнет? Давай ты начинай. Ваша история любви началась с ТикТок, когда ты случайно нашел аккаунт Юлии. Расскажешь об этом подробнее, считаешь ли это судьбой? Да, действительно так и было. Я просто скроллил ТикТок, и там мне попалось видео русскоязычное, а обычно у меня все видео на английском языке. И девушка начала говорить, у нее был такой тейк, то что ее парни все время подозревают в измене, и все в таком роде, то что она привлекательная девушка, и ей все время попадаются такие парни. И я почему-то зашел в комментарии, хотя тоже никогда этого не делаю, и просто начал тоже скроллить, и там был комментарий, что-то типа «у меня тоже вечно такое происходит». Я перешел на аккаунт, это был аккаунт девушки, где она на камеру, на кухне записывает всякие трендовые вот эти видео и звуки. Шуточки всякие, да. Всякие шутки. Просто приколы. Просто для себя. Понятно было, что это абсолютно для себя, не для кого. Типа в свое удовольствие человек живет и это делает. И мне это понравилось. Там был привязан Инстаграм-аккаунт. Я перешел на Инстаграм и написал «Вы классная, это не подкат». И все. Я просто хотел сделать человеку комплимент. И я даже не думал, что мне ответят. И потом ты ответила. И это был комментарий, который я оставляла там тоже первый раз в жизни. Я вообще не оставляю комментарии. Такое случайное стечение обстоятельств, мне тоже кажется, как что-то типа судьбы. И это все я верю, что все в нашей жизни не случайно. И это было не случайно, и это видео, и то, что Юля оставила комментарий, и мы начали на этом фоне переписку. И да, я считаю, что это судьба. Что написал тебе Акжан в вашем первом диалоге в Инстаграм и какое впечатление он на тебя произвел? Значит, я расскажу предысторию о том, что вообще, как я его увидела в сети, это было видео про насилие. И ты записал свой ответ. Я еще так удивилась, думаю, о, ничего себе, как смело. Подметила тебя там, перешла на твой профиль, посмотрела и подумала, какой классный парень. Потом увидела его в городе. Это было через неделю, и я тебя увидела около станции метро, ты шел с дочей, и, я хотела, может быть, подойти, но нет, не сделала этого. И через неделю я получаю от тебя сообщение в директ, и там было написано «Вы классная, и это не подкат, просто знайте об этом». Я была в шоке, конечно же. И написала тебе «Ой, боже, вы тоже такой классный, я вас видела». Что-то типа в этом роде. Да, я не ожидал, что ты меня знаешь. Да, потом ты написал, вы меня знаете, и я тебе рассказала, что да, я видела вот ваше видео, мы вот попереписывались, и на этом все. Да. Какое впечатление он на тебя произвел? Я подумала, какой классный, симпатичный парень. Это было мое первое впечатление. Следующий вопрос. Что ты подумал и почувствовал, когда Юля написала тебе после той ночи землетрясений? Да, вот после нашего первого сообщения была тишина, как мы обменялись любезностями, мы ничего друг другу не писали. Прошел где-то месяц, наверное, и произошло землетрясение, и я в сторис написал, вот произошло вот это событие, все живы-здоровы, и я с подписчиками общаюсь в директе регулярно, и одно из сообщений было от Юли. И у нас опять началась переписка вот на фоне того, что землетрясение страшно, не страшно, кто где был, как оказался. Я ничего не испытал, ничего у меня никаких не было, ни впечатлений, ни эмоций, как регулярный ответ подписчиков, как обычное событие было. Просто пообщались, и на этом опять диалог закончился, коммуникация прекратилась. Да, утром ты мне написал, удалось уснуть? Да, я написала, да, ближе к утру. Мы уснули. До свидания. До свидания. Да, типа хорошего дня и все. Да. Когда Акжан спустя 3 месяца выложил пост про типы MBTI, ты писала ему с намерением продолжить общение.
Значит, я захожу к тебе в сторис и смотрю, где ты описываешь систему MBTI. Акжан рассказывал про то. И я вообще удивилась, потому что я обычно все инструменты самопознания уже знала какие-то, но это было для меня очень новое. Но я тогда была после путешествия, и у меня как-то мысли были очень рассеянные. Думаю, ну окей, мне тоже интересно, кто я, и я пройду этот тест немного позже. И в конце истории, сторителлинга, Акжан написал, что я вот такой-то тип, ENTP, и моя идеальная пара — это INFJ. И просто в ту секунду я почувствовала, что я точно INFJ. Это я. У меня было вот просто вот это ощущение стопроцентное. И где-то, наверное, я откладывала этот момент намного, ну, то есть откладывала то, чтобы пройти тест, потому что думаю, а если я узнаю, что я INFJ, что я буду делать, написать, не написать? Ну, в общем, у меня было очень много мыслей. И через неделю в свой выходной я вспомнила о том, что пройду этот тест. И, конечно же, я оказалась INFJ. Прочитала, очень впечатлилась этим тестом, потому что он четко, ну, описал мой тип личности. И все, теперь у меня не выходит это из головы. Я захожу к тебе в сторис, и у тебя... Ты выложила 5 окошка. Вопросы обо мне. Обо мне у тебя было написано. Да, задайте мне вопрос. Я думаю, так, отправить, не отправить, что делать? Ну, вот это все, информация у меня уже есть. И я просто беру и отправляю тебе сообщение о том, что я очень рада. И благодаря вам я узнала, что я из тех 1,5%, которые существуют на Земле. Ну, потому что благодаря тесту какие-то у меня там осознания произошли. На самом деле я не думала, что если я тебе скину, что я INFJ, и все, просто там мы в этот же день встретимся, и из нас получится классная пара. Нет, у меня в тот момент не было таких мыслей. И я скинула тебе скрин. Ты написал, получается, мы идеальная пара. Я написала, получается, да. И твой следующий вопрос был просто короткий, встретимся, и я написала 2 буквы «да». Ехала. Да, вот так это было. Да, это удивительно, то, что у меня прошлый год был годом познания себя, и я отовсюду приходили источники для самопознания, там все психология, все логи, психология, нумерология, астрология и так далее. И вот один из источников познания себя, вот тип личности MBTI, всего существует 16 типов личности. И самый редкий, один из самых, или самый редкий тип личности INFJ, это вот Юля. И написано, что мы идеально сходимся, мой тип личности и ее тип личности. И я это закинул в сторис, и интересно, как совпало, что это ты реально этот тип личности. Да, но я прям почувствовала. И где-то даже боялась сделать, потому что не знала, что я потом буду делать с этой информацией. Если я узнаю, что, получается, ты же тоже мой, ну, идеальный тип личности, который подходит. Да. В общем, спустя... У меня тоже были последние 2 года очень глубокого самопознания, и, наверное, благодаря этому я узнала, что почему не все люди мне подходят. Прикол в том, что можно посмотреть на сайте вот про типы личности, какие известные персоны или персонажи имеют тот или иной тип личности. И мой тип личности ENTP — это сатана, ну или адвокат дьявола. Адвокат дьявола. Да. А у Юли тип личности — это Иисус. Получается, мы друг друга дополняем идеально. Да. От чтения и пробежек до создания свечей. У Юлии немало хобби. Если бы ей нужно было выбрать одно на всю жизнь, что бы это было? Одно хобби? Но это может быть не хобби, а какое-то дело, любое дело, которое приносит пользу людям. У Юли стремление, базовая потребность приносить пользу людям. Да, это правильно. Служение, польза. Служение, да. Раньше Акжан был большим фанатом Доты и проводил много времени за компьютером. А кем он хотел стать в детстве? В детстве пожарным. Это единственное, что я помню. А еще кем ты хотел стать в детстве? Ну, что-то такое тоже
спасать людей. Да, спасательство тоже, да. Да, спасатель, может быть, МЧС, в МЧС работать. Да, да. Это тоже, кстати, написано же в MBTI, что мне подходят такие работы. А, нет, не в MBTI, это в матрице судьбы. Да, написано, что у нас у обоих зона комфорта — это то, что нам нравится помогать и служить людям. Да, так и есть. Какая была первая работа у Юли? Первая работа — это после университета, работа в офисе. После универа? Да. Если после универа, да. А до универа? Когда я сюда приехала, я работала в компьютерном клубе администратором. Ну, во время того, когда я проходила обучение в универе. А если после универа, то да. Да, на корейскую Да, корейская компания. Я там работала по логистике логистом. 5 лет была работа в офисе, и после этого ты поняла, что это не твое, и ты хочешь что-то более такое точечное, приносящее людям пользу. Да, но сначала я подумала, пора какой-то ерундой заняться. Наверное, это бьюти-сфера, потому что у меня были такие какие-то ассоциации. Вот. И я ушла в бьюти-сферу, открыла студию. А в каких городах Казахстана Акжан успел пожить? Алматы, Астана и Актубе или Актау. Актау, да. Это ты после универа? Да, после универа я по специальности поехал в Актау работать при нефтяном заводе айтишником. Меньше года продержался, я понял, что это не мое. Меня туда, если откровенно говорить, засунули в эту структуру. Это дочка Казмунайгаза, и по связям меня туда воткнули. Я там меньше года продержался, понял, что это вообще не то, чем я хочу заниматься. Вся вот эта жизнь мне не подходит. И обратно вернулся в Алмату и начал искать себя. И 5 лет я жил в Астане, да, работал авиадиспетчером. Угу. Все в 3 городах, да, ты успел жил, пожить? Да, жил в 3 городах. Угу. Юля по знаку зодиака Козерог. Ощущается ли в жизни ее упрямая натура? Если да, то как? Нет, не ощущается. А это, помнишь, мы говорили, то, что есть в натальной карте, есть разные, нужно типа на все смотреть. Вот это тоже мне пришло знание, когда я себя познавал, что вот этот главный знак зодиака, это обычно считается по Солнцу. Ты когда родился, в каком созвездии твое Солнце находилось, обычно говорят про это. Но нужно смотреть еще, где находились другие планеты, типа они так тоже влияют на твою жизнь, и так точнее можно описать твой характер. И кажется, асцендент, у Юли точно асцендент в Близнецах, а у меня Солнце в Близнецах. И у Юли Солнце в Козероге, а у меня, кажется, асцендент в Козероге. Да. Точно не помню. В общем, это тоже интересно, то, что мы как бы перевернутые. Да, асцендент — это то, как нас видят люди. Да, да. А Солнце — это то, вот как мы себя ощущаем. Ощущаем, да. Меня обычно видят таким, даже в Инстаграме говорят. Да, и когда я тебя видела в Инстаграме, еще когда я Акжану только увидела, я подумала, ну, то есть, когда мы уже договорились о встрече, я думаю, интересно, что же ждать? И я анализировала тебя, ну, по Инстаграму, и я увидела такого закрытого, строгого, и думаю, боже, он сейчас там начнет мне какие-то заумные вопросы задавать. Но в жизни ты совершенно другой. Вот ты выглядишь для людей как Козерог, такой строгий, безэмоциональный, но в жизни ты совершенно другой. Это просто шутка за шуткой. Ты очень легкий, такой свободный. Прям близнецы. Да? Прям близнецы, да. А я выгляжу как близнецы, мне кажется, да, для людей. Для людей. Но Козерог, то, что упрямость, типа, я не. Ну, в детстве я была упрямой очень. Это да. А почему Акжан решил заняться джиу-джитсу? Что послужило отправной точкой? Ты рассказывал об этом, что ты никогда не занимался какой-то борьбой. Ты пошел, чтобы какую-то уверенность получить, я думаю. Ну, не совсем. Не совсем? Да. Я в детстве занимался карате, в студенчестве ходил на бокс. Еще после универа чуть-чуть ММА занимался, но я себя в этом не видел. Я никогда не писал вот то, что я себя никогда не причислял к миру единоборств. И в детстве я избегал драк всегда. А джиу-джитсу я пошел, потому что мне попался подкаст
еще давным-давно с Бекали, это основатель школы Чахмат Казахстан. Чахмат — это вообще мировая структура по бразильскому джиу-джитсу. И вот Бекали, он основатель. И мне попался подкаст, потому что у Бекали черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, плюс он там рассказывал историю, как он 10 или 20 раз пытался поступить в Стэнфорд, кажется, в Стэнфорд. И ему каждый раз отказывали, но он не сдавался и постоянно подавал, пока не добился своего. И, кроме того, он имеет, кажется, мастерс по политологии, по социологии. В общем, супер умный чувак. И, кроме того, у него черный пояс по джиу-джитсу. И он рассказывал, как все это совмещает. И я тоже загорелся, такой, вау, тоже хочу джиу-джитсу. 5 лет откладывал, и вот в прошлом году начал. И не жалею, всем советую. Мне кажется, бразильское джиу-джитсу можно преподавать у нас в школе, и это нужно абсолютно всем. Потому что это идеальный способ для постижения своего тела. Ты там контролируешь каждую мышцу своего тела, и это как шахматы, действительно. Ты думаешь над каждым следующим действием, потому что противник делает то же самое. Вы постоянно в голове находитесь, при том, что используете все свое тело. Всем рекомендую. Да, и мне кажется, что ты это выбрал, потому что в этом спорте нужно думать. И там нужно стратегическое мышление. Точно. Это я. Как тебе далось решение анонсировать отношения в Инстаграм? Это было совместное решение или неожиданный порыв? Да, мы это обсуждали, и все, что я транслирую в Инстаграм, я всегда обсуждаю и предупреждаю, потому что это касается не только меня, и это все-таки какая-то зона дискомфорта, делиться с обществом, ставить на всеобщее обозрение эти вопросы, и мы это обсуждаем. Я все время говорю, что я хочу это показать или это сказать. Как я решился? Я, в принципе, пошел в Инстаграм, то, что я хотел, быть публичным. Мне это доставляет удовольствие. Я признался себе в этом, то, что мне это нравится, и с тех пор вот этим занимаюсь, и все рассказываю. И про свои травмы, и про свои болячки, и про хорошее, и про плохое. И стараюсь транслировать то, что мы не идеальны. И в Инстаграме обычно такая вылизанная картинка успешного успеха, но я стараюсь делиться всеми фейлами, которые в жизни бывают, и то, что жизнь бывает разной. Да, перед тем, как сообщить в Инстаграме, что у тебя отношения, ты спрашивал... ты сказала, что я хочу показать тебе, я хочу тебе показать, хочу тебе показать всем. И да, ты спросил, тебе окей или не окей. Я сказала, да, окей. То есть я не чувствовала себя комфортно. То есть прежде чем Акжан что-то выкладывает, мы это все согласовываем. Да, согласовываем. Согласовываем. То есть мы выкладываем то, что как есть. Комфортно, да. Все наши ситуации, которые там происходят, сторис, все без монтажа. Все Да. без монтажа. Кстати, да. И когда я что-нибудь смешное или говорю, ты всегда говоришь, это пойдет в Инстаграм, я это выложу. А если бы тебе нужно было описать Акжана 3 словами, какими бы они были? Добрый, искренний и умный, если 3. А если больше? Прекрасный человек, самый прекрасный человек. Спасибо. Чему тебя научила Юля за последние полгода? Да, нашим отношениям будет 27 числа полгода. Это одновременно и быстро, и очень долго. Каждый день очень насыщенный. Чему научила? Радоваться каждому моменту, потому что мы ценим каждое взаимодействие. Больше всего мне понравилось то, что мы обсуждаем абсолютно все вещи. У нас за полгода не было еще ни разу ссоры. Все моменты, которые были негативные или сложные, они переходили в обсуждение, не в крики, выяснения, хлопанье дверями, избегание и так далее. Это всегда было обсуждение, как бы тяжело не было, а иногда было очень тяжело, но мы всегда садились и обсуждали. Если не сразу, то мы договаривались, когда мы это сможем обсудить, и мы обсуждали, и никогда не умалчивали, не закапывали. И такой момент, то, что у Юли есть, то, что она говорит, что ей нужно прожить все эмоции, а я обычно их раньше блокировал.
И я научился этому тоже проживать, разговаривать об этом. И когда они не копятся, чувствуешь себя очень легко. Быть в состоянии пустоты. Вот. Научился быть в состоянии пустоты эмоциональной и интеллектуальной. Да. Если есть какие-то задачи, вот тоже по типу личности MBTI, у меня последняя буква P, это значит, что я иррационал. И я это принял, просто я такой человек, так бывает. А у Юли она рационал, то есть иррационалы откладывают все действия на потом. Мы прокрастинируем, мы мастера прокрастинации. А рационалы, у них внутри тревожность, если они не выполняют поставленную задачу. И я вот этому учусь тоже. Завершать задачи. Типа, дела, да. А я учусь через тебя расслабляться наоборот, да. Каждый день, как день рождения. Да. И сегодня, кстати, когда я собиралась, я тоже об этом подумала, о том, что за полгода у нас не было ситуации, в которой вот мы бы, допустим, замолчали. Вот раньше такое, допустим, случалось, когда люди ссорятся раз, и, ну, то есть они не разговаривают. То есть у нас такого не было, чтобы мы с тобой после какого-то сложного даже разговора не разговаривали. Это супер. Это точно. Я это очень ценю. Да, это круто. Каково это быть девушкой медийной личности? Ну, на самом деле я не испытываю какого-то дискомфорта. Первое время было, мне сложно запомнить имена всех, с кем ты меня знакомил, потому что мне кажется, что на каждой из вечеринок или каких-то мероприятий я снова вижу людей, и они мне говорят: да мы уже знакомились, а я такая: ой, простите, это, наверное, было самое сложное, но так я не ощущаю никакого дискомфорта, потому что мы выкладываем только то, что для нас обоих комфортно. Самое любимое совместное воспоминание Юлии — это день нашей первой встречи, я думаю, 27 февраля. 3 свидания у нас случилось за этот день. 3. За этот день мы не могли насытиться друг другом, и мы первый раз встретились в 2 часа в Travelers на Абае. Потом мне нужно было бежать, потому что это был вторник, а вторник у меня день с детьми, и мне нужно было ехать в детский сад, забирать детей. И мы попрощались, я забрал детей, я их уложил спать, да, ночью. Нет, ты уехал забирать детей, потом написал о том, что тебе хочется еще со мной провести время, и написала: и это взаимно. Да. Мы встретились с тобой буквально на час вот в этой кофейне для интровертов. Точно. После детского сада я повез детей в бассейн. А я пошла на массаж. Да, я повез детей в бассейн, и пока они были в бассейне, я написал: давай встретимся, да. И мы на полчаса типа Да, я сказала, что у меня будет там типа 40 минут или час, ты написала: я приеду. Были пробки, было холодно, помнишь? Реально холодно. Да, мы встретились на Абае Гагарина и пошли в ближайшую кофейню. Для интровертов. Потом я забрал детей, был с детьми, уложил их спать. Время было что-то типа 11 или 12. Нет, 10. Где-то было 10. Я помню, что как-то поздно было. Как будто. 10, пол-11, ты же обычно в это время укладываешь детей. Да, и я говорю: давай еще раз встретимся. И мы встретились 3-й раз. 3 свидания у нас было за сутки. И мы разошлись еле-еле, где-то это было 1:30, потом еще голосовые, переписка, в общем, это было кино, по ощущениям это было как кино, и на следующий день, помнишь, я думала, было интересно, какие будут ощущения, ты говоришь: нет, я уверен, что типа все будет так же и даже еще лучше. Точно. Так и случилось. Да, действительно. Я лечу к тебе через весь город, у нас есть повод, написал Акжан в одном из видео: какой ваш любимый способ провести время вместе? Нам нравится гулять, нам нравится готовить. Да. Первое время, вот, когда было холодно, наше свидание, это вот мы готовили, часто готовили разные вкусности. У нас похожи пищевые привычки, и нам примерно нравится одно и то же. Все, что мы делаем с удовольствием, нам комфортно. Мы можем гулять, лежать, смотреть фильмы, ходить на стендапы. Единственное, мы не ходим, в бары как-то нам не подходят, а так.
Да, бары, клубы, это все как будто уже да, мы это 20 все, лет прожито. да, это все прожито, это все уже перешли. Но только если приглашают куда-то друзья, мы поддерживаем и ходим на выступления, диджей-сеты. А как ты думаешь, какое у нас любимое времяпрепровождение? Прогулка у воды. Да. Да? К водяным источникам. Да, нам нравится вместе гулять, медитировать, заниматься вот такими разными штуками. Когда тебе очень идет его футболка, написала Юлия в одном из роликов, часто ли она пытается одолжить у тебя вещи с гардероба? Нет, не часто, это само собой происходит, да? Потому что мы живем раздельно, у каждого есть своя квартира, ну, в смысле, место, где он проживает. И так происходит, что было такое, что я от тебя уходил в твоих вещах, кажется. Да. Да. Такое бывает, типа, если запачкался, заморался или еще что-то с одеждой, или просто погода нам изменилась. Нам подходит одежда друг друга. Погода изменилась, хорошо. если или жарко и холодно, такое бывает, что мы друг от друга в одежде друг друга уходим. Да. А в тот день я надела эту футболку, потому что это мы были после рейва, мы ходили вот на фестиваль. И я была, ну, так одета не для дневной прогулки, не для дневного выхода. Да, я взяла твою футболку, потом пришла домой и думаю, о, я пойду в ней на работу, она мне очень идет. А впервые я поняла, что хочу быть с Акжаном. Ой, не знаю, мне кажется, что мы вот на третьем свидании, вот в первые сутки на третьем свидании уже проговорили почти, ну, какие-то очень важные моменты друг для друга. Да. И как-то было сразу понятно, ясно, у меня не было вопросов, а когда мы начнем встречаться или когда начнутся наши отношения. То есть мне кажется, что я вот в тот первый день, мне сразу как бы все стало понятно. Ну, мне кажется, тогда и начались, я тебе предложил дружить. Да. Да, ты так смешно сказал. Давай дружить. Да, мы что, встречаемся? Я такая, уже? Да. Когда ты понял, что любишь ее? Когда я понял, такого осознания не было. Наверное, вот то, что я тоже учусь у Юли, это... Вот, кстати, да, мы это проговорили на первой неделе, наверное, как мы начали встречаться, ну, со дня встречи, то, что нету никаких больше стратегий, нету никаких... Игр, да? Да, игр, вот именно методов манипуляции. Да. Типа я ей не позвоню, ей не напишу, пусть немножко подождет. Вот этого ничего нету больше. И все исходит не из логики и понимания, а и только из чувств. Вот этому я учусь, типа, проявляться из чувств. И почувствовал, когда я почувствовал, сразу, мы когда с тобой встретились, я тебе говорил, что я в тот же момент хотел тебя поцеловать. Да. Как только мы увиделись с тобой. В Тревелоксе. Первый раз. А я подумала, ой, такой хорошенький в жизни. А когда ты осознала, что любишь его? Первые дни, наверное, первая неделя у меня была какая-то такая шоковая, мы оба ходили, мы не могли в это поверить, что такие люди существуют, потому что я часто задавала ему вопрос, ты что такой настоящий, и он тоже говорил, ты что существуешь? Мы просто не могли поверить, что такое бывает. Ну, то есть люди встретились, и они очень классно подходят друг к другу. И мы ходили первую неделю в таком шоке немножечко, не понимали, что делать. И где-то, наверное, на 5-й день ты признался, а я такая была в шоке, я такая, вот так вот сделала. И сказала, что я тебя обожаю. И для меня слово «обожаю» это как будто больше даже, чем слово «люблю». Вот. Такая была история нашей любви, она на этом не заканчивается. Продолжение смотрите у меня в Инстаграме. Мы ответили на все вопросы, которые для нас любезно подготовили. Вопросы были очень интересные, и, судя по ним, за нами действительно давно следили. Это очень приятно. Да, очень интересные вопросы, приятно было, ну, такие незаурядные. И мне было очень приятно на них отвечать. Все, пока. Пока. Yeah.